Остается совсем немного времени до открытия сезона весенней охоты. Добрая половина мужчин уже готовится к охоте, планирует маршруты, пополняет запасы патронов и манков. Когда собираются мужчины в компанию, разговоры только об охоте. Кто раньше как охотился, как метко выстрелил или промазал с близкого расстояния. О том, что именно охота на тетеревином таку является самой незабываемой и зрелищной, знает уже давно. Ведь даже сама императрица Елизавета баловала себя подобным развлечением. Кроме того, страстными поклонниками подобной охоты были Тургенев, Пришвин. Чем же так привлекает охота на тетеревином таку? Наверное, своим накалом страстей, захватывающим такованием тетерева, запахами ранней весны. И это неспроста, так как таковать птицы начинают с приходом весенней погоды. Но я считаю, что фотоохота намного интереснее захватывающей. Трофей – это не главное, что мы ищем в охоте. Главное то, что мы на охоте живем с родной природой, видим всю красу и величие нашего родного северного края. И все это дает мне фотоаппарат, который я применяю на охоте чаще, чем ружье. Богатые трофеи напоминают об удачной охоте только один раз, когда их несешь домой, чтобы порадовать жену и детей. Фотоснимки или видеосъемки, сделанные на охоте, напоминают о ней всю жизнь. Фотографии и видеофильм были засняты весной позапрошлого года в Намском районе, а в прошлом году снова на том же месте повторил съемки. Но на этот раз съемки получились намного лучше, потому что тетеревов было больше. Если позапрошлом году их было только 4, то в прошлом году их стало где-то 15 штук, в том числе 2 самочки, которые с достоинством важно прохаживались рядом с атакующими тетеревами, как бы разодоривая самцов. Вот это я считаю большой удачей фото-видео охотника. За день до съемки заранее подготовили скрадок возле небольшого кустика. На следующий день пешком добрался до места в 3 часа ночи и обосновался в скрадке с фотоаппаратом, видеокамерой, и специально не взял с собой ружье. До этого я запретил моим напарникам ни в коем случае не стрелять в тетеревов, чтобы не спугнуть их, да и жалко было стрелять в такую красоту. Друзья-охотники смеялись: если попадется, мы не простим. Вокруг все тихо, даже птички не проснулись. Несмотря на утренний холод, я даже уснул, лежа на земле. Но вот слышатся резко свистящие звуки. Старый таковик извещает о том, что скоро-скоро наступит утро. Он издает этот звук еще несколько раз, а затем долго молчит, прислушиваясь, осматриваясь. Но я знаю, что стоит хоть немного обнаружить свое присутствие, как он резко настораживается и улетает прочь. Поэтому я лежу, не шелохнувшись, не обращая внимания на холод. Таковик, помолчав, снова начинает свои приветствия наступающему утру. И вот со всех концов слышится шум крыльев, тетерева слетается к месту тока. Скоро впереди меня раздается боевой клич, изредка прерываемый шумом крыльев наиболее азартного косача. Затем послышалось тихое, робкое воркование, похожее на журчание ручейка, которое все усиливалось и, наконец, потекла легкая, приятная, волнующая сердце охотника песня. Как зачарованный лежу, наслаждаясь песней тетеревов, поющих о том великом чувстве, что дает жизнь всему живому на земле. Постепенно небо начинает светлеть, и сразу становится видно, как вокруг куста ходят большие черные птицы,
чертя распущенными крыльями по земле и блестя белым оперением под хвосте. И как гордо поднимают они голову, издавая воинственные, и как низко и томно опускают ее, посылая звуки любовной песни. Тетерева вошли в раж, на такую появились тетерки. Они не появляются на открытых местах, а находясь вокруг кустах, издают свои звуки, возбуждает боевой азарт косачей. Но на этот раз тетерки осмелели, видя такое большое количество косачей, и начали важно расхаживаться между ними, которое случается очень редко. То тот, то другой из косачей с громким хлопанием подпрыгивает, а затем, бросив боевой клич, прибежками приближается друг к другу. Наконец, садясь друг с другом, низко вытянув голову, вереша на шее перья, распустив крылья и хвост, бормочет уже не весело и легко, а глухо и злобно. Затем, резко поднявшись и вновь бросив боевой клич, молниеносно сшибается в груди и наносит удары друг другу клюва. Чарующее впечатление восторга, охватившее меня тем первым морозным утром, не проходит до сих пор. Много читал, рассказы, смотрел видеофильмы других из средней полосы России, где действительно много тетеревов и глухарей, но сам впервые попал на тетеревиный ток в Якутии. И это я считаю настоящим сезоном удачи. Для непосвященных скажу, что тетерева очень консервативны, выборы таковища из года в год прилетают в одно и то же место. То один, то другой косач прилетит сюда, пройдет неполный круг, наследив по мягкой пороше цепочкой неровных следов. И это таковики, самцы старше 3 лет, прилетают проверить тоже старое таковище и, присматриваясь к изменившейся обстановке, готовятся к тем самым событиям, которые наступят, когда сюда прилетят тетерки. Когда начинается настоящий турнир, главный таковик всегда находится рядом с двумя сражающимися тетеревами, оценивающим взглядом постоянно следя за ними, выступает в роли арбитра. Видеосъемки, сделанные мной в то памятное утро, до мелочей напоминает мне эту прекрасную пору. В период подготовки к сезону охоты я уже готовлю фотоаппарат, видеокамеру, чтобы еще раз побывать на тетеревином току. И еще есть у меня мечта найти глухариный ток и заснять глухариные бои. Поздравляю своих собратьев с предстоящим открытием сезона весенней охоты. Призываю, берегите природу, не стреляйте в тетеревов и глухарей. Ведь они такие прекрасные, их осталось совсем немного.
Без их весенних голосов наши леса опустеют. Удачи, ни пуха, ни пера.